Заканчиваем. Так, одна группа готова. Хорошо. Итак, внимание. Как вы заполнили карточки? Лиза, пожалуйста, первая группа. Мы считаем, что первый флаг – это Норвегия. Таня? У Норвегии столица Осло. Хорошо. Так. Дальше. Второй флаг. Украина. Мы считаем. Мы считаем, что это Украина. Согласны? С флагом согласны? Да. Те группы, которые работали с флагом. Дальше. Столица Киев. Дальше. Егор. Мы считаем, третий флаг – это КНДР. Нет. Так, руку поднимаем. Мы не согласны. Владик. Это Литва. Это Литва. Еще. И это Герб. Это Герб Литвы. Посмотрите. Вильнюс. Ошиблись. Это Латвия. Таня. Столица Рига. Так, четвертый флаг. Кирилл. Мы считаем. Считаете, что Монголия? Егор. Так. Саша. Столица. Так, пятый флаг. Слава. Мы считаем, что это Япония. Оксана. У Японии столица Токио. Молодцы. Дальше. Егор. Итак, мы считаем. Мы считаем, что Монголия. О, ребята из другой группы помогли вам. Литва. Это Кирилл, столица. Хорошо. Седьмой флаг. Юра, мы считаем. Нет. Аня. Восьмое. Егор. Мы считаем, что это флаг Эстонии. Так, Таня. Столица Эстонии – это Рим. Так, девятый флаг. Ваня. Мы считаем, что девятый флаг – это КНДР. Даша. Десятый. Алеша. Страна Грузия. Столица Подожди, другая группа столицу называет. Оксана. Тбилиси. 11-й флаг. Варя. Мы считаем, что это флаг Китая. Андрей. Столица Китая – Пекин. Следующий. Азербайджан. Так, Сережа, столица. Столица Баку. 13-й флаг. Юра. Мы считаем, что это флаг 13-й флаг Кыргызстан. Так, Аня. Столица Астана. И 14-й. Владик. Мы считаем, что Монголия. И Сережа. Столица Улан-Удэ. Замечательно. Итак, повернулись все ко мне. Вы хорошо справились с домашним заданием. И сегодня мы продолжаем знакомиться с вами, с нашими соседями. И отправимся в другую страну. Какую? США. США. США или Соединенные Штаты Америки. Скажите, пожалуйста, а кто может мне показать на карте Соединенные Штаты Америки? Даша? Хорошо, молодец. А кто знает, на каком материке находятся Соединенные Штаты Америки? Андрей. Северная Америка. Так, ну, помню, Соединенные Штаты. Соединенные Штаты Америки находятся на материке Северная Америка. Хорошо. Сегодня нам помогать будут. Нашими экскурсоводами по данной стране будет Таня, Даша и Ваня. Но перед тем, как они пройдут экскурсию, давайте откроем учебник. Учебник на странице 71. Там расположена карта, уже нам знакомая.
Найдите, пожалуйста, на севере-востоке между Евразией и Северной Америкой узкий пролив. Посмотрите, как он называется. Так, Ваня нашел. Еще. Яна нашла. Юра? Мне кажется, это пролив Берингов. Берингов пролив, верно. В северной части данного материка располагается один из штатов Америки, Аляска. У вас на карте это видно. Следовательно, США, как и Япония, является нашим морским соседом. Да. Теперь открываем страницу 80 и прошу наших экскурсоводов начать экскурсию. Таня. Я хочу вам рассказать о Соединенных Штатах Америки. Соединенные Штаты Америки занимают 4-е место по величине. Численность населения в Соединенных Штатах Америки равняется 310 миллионов 241 тысяча человек. Штатов в США 50. На флаге изображено в кантоне темно-синего цвета 50 пятиконечных звезд белого цвета. 13 роз, 13 колоний, которые образовали независимое государство. Синий прямоугольник с левой стороны символизирует союз. Число звезд в синем поле соответствует числу штатов. В настоящее время их 50. Красный цвет олицетворяет выносливость и доблесть. Темно-синий цвет усердие, справедливость и бдительность. Белый цвет чистоту и невинность. На гербе США изображен орел. Один из государственных основателей США и известный государственный деятель Бенджамин Франклин хотел при разработке символа государства, чтобы на гербе не